Siz qadrli do'stlarim, здравствуйте, мои друзья. Здравствуйте, друзья. Я очень рада вас сегодня видеть. Лекция у нас номер 4 нашего проекта «Татарский полиглот». Проект наш состоит из 16 занятий. Мы уже дошли до 4-го. Если кто-то пропускает, можно посмотреть нас онлайн. Каждую неделю, в конце каждой недели, обычно по пятницам, мы все выкладываем в интернете. Сегодня начнем. Давайте я приготовила для вас на ваш вопрос. Я сама даже не ожидала, что тут у меня возникнут вопросы у вас, когда падежные окончания надо добавлять га, ге, до, де. У вас возникли вопросы, когда мы добавляем таким словам га, ге, а каким словам хо, ке. И также дон, ден и тон, ден. В прошлый раз много было вопросов. И вот я сейчас вам объясню, если слово заканчивается на звонкое согласное, добавляем окончание, которое и заканчивается на звонкое. Бозарга. Бозарга. Первую таблицу. Бозарга. Слово базар, рынок, все знаете. Магазин, кибет, кибет, кибет. Значит, мы добавляем кибет, ке. Кибет, ке. Ке. Также бокойдан, бозардан. Из-за «р» у нас добавляется «д». Кибеттен. Кибет – это магазин. Кибеттен. Кибеттен. А если слово заканчивается на гласное, например, бокша, сад. Бокша, га. Мы добавляем га. Койдан, бокша, дан. То есть после гласной всегда по типу. Да, всегда. Да. На предыдущий согласный уже не смотрим. Нет, о, вы, га, брату. С этим падежом как? Да, местный временной падеж также. О, вы, да, у брата. О, вы, да. Но на, если слово заканчивается на н, на урамнан. Ноннен. С этим мы уже разбирались. И надо написать ноннен, мы когда заканчивается на р или н. Урамнан. Мы это вернулись к прошлой теме, а сегодня давайте мы чуть-чуть проведем разминку. Я буду называть вам словами цифры, а вы записывайте числами, цифрами у себя. Откройте, пожалуйста. С прошлого занятия у нас были числительные. Мне кажется, там ни у кого не возникнет проблемы. Но чтобы ваши органы слуха это все восприняли, давайте еще мы устную разминку проведем. Готовы? Я буду называть словами, а вы записываете столбиком. Он. Егерме биш. Икюйюз тутсан. У вас нет шпаргалки? Икюйюз тутсан. Икюйюз тутсан.
100. Если я скажу 1995, тоже ошибки не будет. 1995. И последнее. Нет, я стираю. 88. 88. Кто где отстал, у кого что не получилось? Третий. Так. 290. Посмотрите свою шпаргалочку, вспоминайте. 200. Получилось? 200. Все. Проблем нет ни у кого, да? Все цифры у вас получились. Проверим. В конце занятия обязательно подбери. Проверим. Забудем до конца занятия уже чуть-чуть. Давай. А последнее? Последний 88. Неверно пишет 290. 800 у вас неправильно. Положите там виш. У вас четвертое неправильно. 800. 801, да? Да. Неправильно. Это неправильно. Все остальное правильно. Так, у нас. Исправишь смысл? Да, 800. Так, 800. Это цифра неправильно. Сам. Неправильно. 800
и 701 и 801 почему-то у вас, да, Сигизберг. Где у вас Сигизберг? А, все правильно. Жидигизберг и Сигизберг разве не звучат одинаково? А вы написали 701, Жидигизберг, Сигизберг. Разобрались. Рахмат. Спасибо. Если у нас словосочетание числительное плюс существительное, то аффикс множественного числа сокращается. Например, если я хочу сказать 15 студентов, как мы это переведем? 15. Унбиш, студент, лар, студентов. Их же много, 15 студентов. Мы не будем говорить 15, на русском 15 студентов, а на татарском унбиш студент. Ла, ля убираются. 8 районов. Сигиз районна. Сигиз район. А если я хочу сказать 8-й район? Сигизенши район. Помните, мы с вами говорили, энши, энши добавляется. Говори. Сигизенши район. Мы к этому вернемся, если вы не можете себя найти. Энши это что, район? Сигизенши район. Порядковые числительные мы с вами говорили. Нищанши, какой по счету? Беренши, икенши, ущенши, дуртенши. Вы были с нами. 8-й район у нас будет Сигизенши район. И сегодня я хочу с вами... Район, так и переводится район. Я пытаюсь подбирать такие слова, которые и в русском, и в татарском. Запоминаем, что у нас норме, аффиксы множественного числа с числительными не используются. Вы записали для себя? Унбиш студент, Сигиз район, Тугас шехер. Шехерлер неправильно. Шехер, правильно, шехер это город. А теперь уже ошибка? Ну, ошибкой, в речи можно использовать, но мы не пишем, не используем. Но если вы скажете, то вас все поймут, но лучше не употреблять так. Обучение времени в татарском языке я хотела с вами сегодня остановиться. Когда мы хотим спросить, сколько времени, кто знает, как можно спросить это по-татарски? Сагат нища, который час переводится. Сагат нища. А если сколько времени, вакат купме. Вы правильно назвали. Больше в речи мы употребляем сагат нища, который час. Написать? Сагат нища. Сагат это у нас заимствованное слово, поэтому первый мягкий, второй твердый. Сагат нища. Если вы спросите так, все вас поймут. Это который час. Нет. Сколько времени? Ой, я вас перепутала. Сагат нища это который час. А сколько времени вам это надо? Не знаю. Давайте запомним только это. Сагат нища, который час. Сагат нища. Сагат нища. Если у нас по времени, например, пока не обращайте внимания на экран, там сложные, давайте с простого начнем.
Если у нас по времени время 3 часа 3 часа, мы говорим saat 3. Saat 3. По-русски мы скажем 3 часа. А по-татарски saat 3. И что мы замечаем? Что слово saat у нас идет впереди цифры. Видите? Сначала мы говорим saat, часа, потом уже называем цифру. Назовите мне, пожалуйста. То есть вот в этом сочетании стоят нище. Это, в принципе, час, который получается. Saat. Дословно, да? Да. Если вы ответите saat 3, сюда вставляя цифру, то вас все поймут. Давайте попробуйте сказать 5 часов. Saat 5, все правильно. А вы скажите, пожалуйста, 12 часов. Saat 12. С этим у нас нет проблем. Когда есть у нас ровное время, saat, все понятно. А сейчас уже давайте посмотрим ситуацию, когда у нас, например, половина третьего. Как мы скажем? Пол третьего. Да? Половина третьего. По-русски мы скажем. А по-татарски это будет üçüncü ярты. Тут тоже, видите, половина уже идет вторым, а üçüncü первым. Ярты. Ярты. Значит, половина. Не алкоголь, не алкоголь, не 2/3, а половина третьего. Половина третьего. Пятнадцать минут 8. 15 минут 8. Мы сначала говорим эту цифру, значит мы 8 сигизенче. Еще минут? 15 минут. Сигизенче. То же самое 15 минут. Сигизенче 15 минут. Ответьте мне, пожалуйста, 20 минут 6. Как будет по-татарски? У вас получится сказать? 20 минут 6. Все прекрасно. Я очень рада. 20 минут. А там дальше, молодой человек, скажите нам, пожалуйста, 10 минут 3. Может, у вас вместе получится? Вы сможете помочь? 10 минут 3 сначала мы говорим. Üçüncü. 10 минут. Булды, рахмет, яхшы. Üçüncü 10 минут. Когда такое время указываем, мы с вами разобрались. Да? Всем понятно? А когда уже, пусть будет у нас без 15 6. Без 15 6.
По-русски это будет без 15, 6. Вот эти без 15 мы говорим тулганда. Тулганда. Тут уже сложнее. Тулганда. Тулырга. Сейчас напишу. Тулганда. Тулырга. Также 15. 15 минуттан. Да, сначала минуты. 15 минуттан 6 тула. 15 минуттан 6 тула. Если мы скажем так, все правильно. 15 минуттан 6 тула. А если мы скажем 6 туларга 15 минут, тоже будет правильно. Но давайте мы запомним больше такое. Мы в разговорной речи больше употребляем 15 минуттан 6 тула. Но если вам скажут 6 туларга 15 минут, это тоже будет правильно. Но давайте мы лучше остановимся на этой ситуации. 15 минуттан 6 тула. 6. Вот тула, это Тула. без. Да, в этом случае без 15, то, что до 6 еще 15 минут. Это вот, 15 минут. да, до 6 15 минут. Если дословно будем перевести, до 6 15 минут. Но мы же не говорим так, больше чаще мы употребляем без 15 и 6. Минуттан мы там добавляем, потому что это у нас что, какой будешь? Минуттан. То есть мы говорим 2:10, 6:45. Минуттан. Это все равно нам придется 2:10, это мы все равно ики хэм ун, нас никто не поймет. 2:10, если вы хотите сказать 2:10 время, например, это будет дословный перевод ики ун. Но нам все равно надо будет үшінші минут, так нас лучше поймут. Ики хэм ун, это будет звучать как просто цифра 2:10. В русском языке вам проще. Когда ты готова? Да. К часам. Үшінші да, что это время. А давайте попробуем, начнем с вас. Первый вариант на экране, посмотрите, пожалуйста. Первый вариант сможете сказать? Первый пример. Бірінші 15 минут, как у вас хорошо получается. А у вас получится? Давайте попробуем. Без 25 3. 25 у нас как будет? 25. 25 минуттан неше тула? 3 тула. 3 тула. Видите, я вам объясняла, я не добавляла энче. 25 минуттан 3 тула. А если, извините, это вторая половина дня, допустим, 15? Остановитесь. Вы хотите ночное время или дневное? Ну, после полдня. Давайте вот это изучим сначала. Сізге третий. 15 минуттан и что? Дөрес. А сізники жеңіл, легко. Вот, легкий пример. Все правильно, не ключи, да? Что-то 25 минут второго. Да, 25 минут второго. Егерме бишенше, да? Егерме бишенше. 25 минут второго. Я вам описала 25 минут второго.
Сначала мы говорим, вот это же, Здорово. да, Ага, тогда ике энше, игрме биш минут. дурыс. Икенше, 25 минут. Дальше говорить, продолжайте. Ну ничего, он минут у вас очень легко получается, да? Да, предпоследний. Сегодня. Понятно. 25 минут на секунду. Нет, вот это у меня тоже с вами смотрели. Вот это. Да. Так. Он Вот ладно, правильно, значит, un minutan, sigestula, un minutan sigestula. Dürüst. И Lütfiye, siz enşe kirekmeyi, не надо enşe. А беренче, что называем? Сначала что называем? часы. Да. 25 минут 8-го. Мы сначала называем 8-го. Вы сделали для себя схемы, когда я вам показываю? Да. Сегодня. Сигезенче. Лишь минут. Сигезенче, 25 минут. Дürüst. Сейчас уже не забыли добавить энше. А вот на вопрос, когда это будет иртенге, кишке, дневное время, вечернее или утра, пишите иртенге, утра. Утра, если мы скажем 8 утра, иртенге сигес. Пишите, как слышите. Иртенге. Иртенге. Я так не могу. Иртенге. Это значит утро. Иртенге. Сейчас напишу. Иртенге. У кого-то получилось? Сможет продиктовать? Иртенге. 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 А если дня, например, дня, күндізгі. Надо выяснить, что у них день, что у нас не день, что утро. Күндізгі. Что вы например? Что день, а что утро. Вот до скольки утро, а когда день. Так, то же самое. Как по-русски, да? Для кого-то 11 утра это утро, а для кого-то 11 Ну, для татар так же, как для русских. Если вы решили, что 11 для вас утро, значит, иртенге 11 как будет? Унде. Иртенге унде. А вы там что поставили? Күндізгі это дня. Я говорила. Нет, а время-то какое поставить? Так или Лучше лучше 12. Ике? Күндізгі ке, да. Мы с вами собираемся ко скольки сюда? Күндізге бір. Күндізге бірге, да, күндізге бір. А дальше как у нас? Кишке. Это значит вечер. Кишке вечера. Кишки. Жиде. Кишке жиде. Кишке сигес. Тюн. Кто знает, как будет? Ночью. Түнге ике.
Gündüzgü 2. İrtengi 8. Kişki 8. Gündüzgü 2. Gündüzgü 2. Записали? Это получается вечера, утра Вечера, утра и ночи. и ночи. Как у нас? Как вы решаете, так и будет. Нет, утро после этого, а утра Да, да, в конце мы к этому остановимся. Утра это значит иртенге, а если утро, это значит иртен. Я вам продиктую эти слова, и вы поймете. Почему добавляются там вот эти аффиксы «де», «ке»? Вот в этом случае иртенге, күндүзгү, кишке, тюнге добавляются, когда мы хотим сказать утра, вечера, дня и ночи. Вот это какой падеж? Иртенге, без иртенге, коша, иртенге, но не подчиняется тут. Иртенге, иртенге, это слово. Иртенге. Даже к этому не имеет отношения. Да, Всегда будет. пока забудьте об этом. они нас уже запутали, честно говоря. Эти падежи. Да, вообще. Я вообще поняла, что я прекрасно не знаю. Не знала. Он меня вообще запутал. Когда мы перейдем к глаголам, и тогда вот эти падежи, наоборот, нам помогут, поверьте мне, и нам станет легче. Мы пока, да, мы пока к глаголам не переходим, это будет следующее занятие. Там уже вот с этими падежами мы будем их склонять, с местоимениями склонять. А сейчас со временем разобрались. Если будут вопросы, зададите в конце занятия. Хорошо, подойдете. Сейчас хочу обратить ваше внимание перевод русских словосочетаний с компонентами существительные плюс существительные. Мы вам раздали такие листочки, нашли, да? Например, мы хотим перевести словосочетание город Казань. Как мы скажем? Казань, шехере, город Пермь, Пермь, шехере. И по вашей таблице видно, что прибавляется аффикс е. Казань, шехере, Пермь, шехере. Если пишите прямо, да, на листочке, чтобы вам было понятно. А если мы скажем Республика Татарстан, Татарстан, Республика С. А вы заметили, что компоненты у нас меняются местами? Когда мы по-русски говорим, мы говорим город Казань, а тут уже мы говорим Казань, шехере, Республика Татарстан, то уже говорим тоже сначала Татарстан, Республика С, Пермь, шехере. А давайте попробуем назвать улицу, на которой вы живете. Например, я скажу улица Блочная. Блочная Урам. Наша библиотека на какой улице находится? Улица Ленина. Ленин Урам. Ленин Урам. Ленина. Улица Аня надо. Ленин Урам. Сможете сказать любую улицу вот так? Или пример какой-то привести? Давайте попробуем. Новосибирская Урама. Новосибирская Урама. А вот если в Луначарском, улица
Луначарского Урама. Луначарский. Или Луначарский. Луначарский или Урама. То есть, Луначарский. меняется. Да. А здесь выбор вот этот и этот твердый. Урама. Да, то же самое. А вот выбросено. Это согласного? А почему Ленина убирается? Ленин. Луначарский. Луначарский. Окончание родительного падежа убирается и там. Ленина. Это же Да. родительный падеж Ленин. Сибирская остается. Сибирская Урама. Потому что именительный падеж. Как, что, понимаете? Я тоже филолог, да, если нет? А что вы про английский язык говорили? Нет, сравнение. А вот то, что вот где мягкий, где твердый, если возникает вопрос, конечно, Татарстан Республика С. А если мы скажем Пермская губерния, Пермь губерния С. Пермь края. Ураме и на конце или е? А вы попробуйте понять самостоятельно. Урамо. Если У и А, то закон силы гармонизма от нас требует урама. Сибирская ура. Напишите, я потом посмотрю свою улицу. Если у вас какие-то проблемы, то мы вместе с вами решим эту съемку. Просто Пермь крае. Крае. губерния чем отличается? Пермь крае. Губерния С. Давайте я вам, мы с вами это потом обсудим. А мягкий, когда е вот луночас, получается Урамы всегда будет урамы. Улица Урам. Какой-нибудь пример вот с этим. Пермь шахаре. Пермь шахаре. То есть твердость, мягкость, мы смотрим по глазу. Да, закон гармонизма. Непонятно? Нет, все понятно, просто складывается Да, медленно. То есть складывается. выбор этого зависит от согласной гласного. Выбор этого зависит от твердости мягкости. Второй пример. Посмотрите, пожалуйста, у себя на листочке. Если относительные прилагательные плюс существительные, например, если прилагательное является не признаком, а предназначением, например, концертная программа, медицинский университет, то здесь уже порядок слов не меняется, но к существительным присоединяется аффикс категории принадлежности, также е, с, но порядок слов при этом сохраняется. Мы с вами говорили, город Казань, Казан, Шахаре меняются местами, а теперь давайте переведем концертная программа. Концерт. Программа С. Заметьте, что прилагательные сократились до основы. Концерт, программа С. Концертная программа. Медицинский университет. Медицинский университет. Медицинский. От какого слова? Медицина. Университет. Спортивный комплекс. Медицина университет. Спорткомплекс. Спорткомплекс. Концертный зал. Сможете? Концерт, зал. Концерт. Залы. Дөрес. Университетский устав. Сможете? Попробуем. Слова не меняем местами. Сокращаем до основы университетский. Это значит университет, устав, в университет.
университет Уставы. Ленинский район. Ленин района. Дурис, вы с нами? У вас получится? Медицинская академия. Сокращаем до. А первое слово? Сокращаем до основы. Медицина, да? Медицина. Медицина, Академия С. Академия С. Академия С. Спортивный комплекс, мы уже говорили. Спортивный спорткомплекс. Да. А сейчас я хочу усложнить задание. Слишком легкое задание я вам дала. Переведем не словосочетание, а предложение. Например, я сейчас в спортивном комплексе. Все слова знаете. Ми, хазер, мин хазер в спортивном комплексе. Отвечаем на какой вопрос? Койда, где? Тут нам понадобятся падежи. Комплекса, да? Мин. Можно сказать хазер, можно сказать эли. Сейчас. Мин эли. Где? Койда. Комплекс. Мин хазер спорткомплекс. Он. Да. Мин хазер спорткомплексом. Да. И в ваших примерах, смотрите, словосочетание в местовременном падеже. Вот пишите на последнем, видите, спорткомплексом, да, все понятно здесь. Обратите внимание на последнюю шпаргалку вашу, на последний образец. Минхазер спорткомплексом, да. Какой падеж у нас тут? Местновременной, все правильно. Уран вакат килиша указывает место. Мин эле спорткомплексында. И здесь у вас шпаргалочки, все понятно. Спорткомплексында. Спортивный комплекс. Дальше идет Комплекс. комплекс. Да, видите, у вас тут есть перевод спорткомплекс. Если вы хотите отвечать на вопрос, где, что мы присоединяем? Аффиксы местновременного падежа. Да, да. Слысы у вас уже есть в слове спорткомплексы. Вот. Вот и здесь должно быть. Давайте сейчас мы с вами попробуем вместе, и тогда уже такие примеры тоже будут слышите. Переведем на татарский в отеле «Мираж». Отель как будет? Шоэ также. В отеле Мираж? Ай. Мираж, да? Мираж Отель, да. отелінде. Мираж отелінде. А если мы скажем в театре Нур, соседка, скажите, пожалуйста, в театре Нур. Нур, театрында. Дürüst. Правильно, дürüst. Люция, в ресторане Союз. Союз, ресторанында. Ресторанында. Союз ресторанында. Посмотрите на свою таблицу, на шпаргалку, и там понятнее. В журнале «Идель».
İdil журналында, dürüst, İdil журналында. В театре оперы и балета. Опера, Да. opera ham балет театрында. В городе Перми. Город это шахар. А это экзамен я не услышала. Мы сначала как говорим? В городе Перми. Пермь. Но сначала идет название. Существительно, мы с вами уже рассуждали. Пермь шахарында. На улице Пушкина. Урам. Пушкин. Да. В медицинском университете. Медицина. Да. А у вас в кафе ретро получится? Ретро. Кафе Санда. Кафе Санда. И последнее. В Дзержинском районе. Районном. Да. У вас очень много вопросов, да? Вы обсуждаете, вы друг друга понимаете, все хорошо, да? Это получается вот эти все словосочетания, мы получаем вопрос где, да? Так и написано у вас словосочетание местно-временном падеже, а местно-временной падеж отвечает на вопрос. Да, где, в чем? Время у нас уже поджимает, поэтому я хочу вам продиктовать слова новые, чтобы ваш словарный запас как бы обогатился. Мы решили, что в конце каждого занятия мы будем с вами записывать новые слова. Может, вы заведете отдельную тетрадку, может быть, с другой стороны тетради как-то, чтобы вы могли со мной общаться. Но мне сегодня показалось, что вы больше уже общаетесь и больше отвечаете на вопросы. То ли то, что я предоставляю каждому эту возможность. Я хочу сначала, давайте продиктуем слова тогда, а потом уже про домашние задания скажу. Слова. Время, вакыт, так пишите. Понятие времени я хочу вам продиктовать. Время, вакыт. 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 Иртә, утро. Gündüz, день. Я вам все писала, да? Gündüz, день. Кич, вечер. Кич, вечер. Тün, ночь. Отна, неделя. Отна. 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 Сложности нет. Отна. Неделя. Ой, месяц. Слово состоит из двух. Ой. Ой. Смотрите, ой, месяц. Также переводится и луна, ой, и в данном случае месяц, ой. А нинди, ой, какой месяц? Сентябрь. Сентябрь, ой. Год, год, ел. Мы с вами говорили, да? Кто когда родился, сейчас какой год? Век, гасар. Гасар. Сложно? Кстати? Гасар.
Сигет. Гасар. Век. Времена года күз, осень. Күз. Кыш будет скоро. Зима, да? Кыш. Яз. Весна. Жай, лето. Помните ж? Ж. Ж. Когда будете выполнять домашние задания, вам понадобятся глаголы. Напишите, пожалуйста, наши первые глаголы, которые мы должны уже употреблять. Туда же. Эшлим – работаю. Иш. В прошлом домашнем задании вы уже видели это слово. Иш, лим, работаю. Я работаю. Мин, эшлим. Яшин, живу. Я. Яшин. Яшин. Уже слышали, когда мы говорили про вашу дату рождения, родилась, родился, тудом, тудом. Яшин смогли написать? Вот есть. Ухай. Учусь. Ухай. Можно? Ухай. Учусь, если кто-то учится. Ухай. Пока все. На следующем занятии проверю, как вы запомнили, будем писать словарный диктант. Домашние задания есть у вас на листочке. Я хотела, чтобы вы написали визитку про себя. Кто вы? Мин Азалия. Где вы живете? Можете мой образец пока вот послушать? Или Мин Пермь Шахарин Даяшин. Ленин Ураманда. Вспоминаем то, что мы уже знаем. Словосочетание в местно-временном падеже. Ленин Ураманда. Вишенче йотта. Дом йот. Можете написать. Вишенче йотта. Дом йот. Первый, да? Вишенче. Пятый дом. В смысле, что приятно, да? Да. Утазанче квартира, да, mesela. Тридцатый утазанче. 20-я квартира, Еременчи. Энчи, как мы присоединяем, есть у вас погалочка. Когда вы родились, мы с вами уже тренировались на этот счет. А дом юрта, да? Юрта. Юрта. Это почему здесь квартира, да? Что? Сами присоединяйте, вы уже знаете, какие Нет, ответы. я про это записала, что юрта, так. Дом переводится и йод. Я говорю, юрта. Когда вы родились на этот вопрос, мы с вами уже тренировались, помните? И кем работаете? Если у вас будут проблемы, пишите прямо на русском, мы с вами потом уточним. Ихтибара Розышин Рахмат, всем спасибо за внимание. Ждем вас в следующее воскресенье.